Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Выдающиеся личности». Урок номер 44. Тема сегодняшнего урока – Абу Наср аль-Фараби. Сегодня на уроке ты научишься слушать, читать и понимать текст, составлять вопросы. Узнаешь, что сложные предложения соединяются с помощью союзов и «но». Упражнение номер 1. По QR-коду послушай текст. Почему Аль-Фараби называют первым ученым Востока? QR-код арқылы мәтінді тыңда. Неліктен Аль-Фарабиді шығыстың тұңғыш ғалымы деп атайды? Великий ученый Аль-Фараби. Абу Наср аль-Фараби – первый ученый Востока. Абу Наср аль-Фараби – шығыстың тұңғыш ғалымы. Он написал работы по истории, математике, географии, астрономии, медицине. Ол тарих, математика, география, астрономия, медицина туралы еңбектер жазды. Увлекался музыкой. Музыкаға қызығушылық танытты. Знал более 70 языков мира. Дүние жүзінің 70-тен астам тілін білген. Ученый впервые сказал о том, что Земля движется вокруг Солнца. Ғалым алдымен жердің күнді айнала қозғалғанын айтты. Именем великого ученого в Казахстане названы университет, библиотека, улицы. Қазақстандағы жоғарғы оқу орны, кітапхана, көшелер ұлы ғалымның есімімен аталады. Ему установлены памятники. Оған ескерткіштер орнатылған. Почему Аль-Фараби называют первым ученым Востока? Потому что он написал работы по истории, математике, географии, астрономии, медицине. Упражнение номер 2. Прочитай легенду, о ком в ней говорится. Аңызды оқы, онда кім туралы айтылған? Сила музыки, музыканың күші. Однажды Аль-Фараби пришел во дворец правителя. Бір күні Аль-Фараби билеушінің сарайына келеді. Там были ученые и люди искусства. Онда ғалымдар мен өнер қайраткерлері болды. Аль-Фараби скромно сел в стороне. Аль-Фараби сыпайылықпен шетке отырды. Правитель спросил Аль-Фараби, чем он может всех удивить. Әмірші Аль-Фарабиден жұртты қалай таң қалдыратынын сұрады. И Аль-Фараби заиграл на домбре. Аль-Фараби домбра тарта бастады. Гости внимательно слушали. Қонақтар мұқият тыңдады. Всем понравилась музыка. Музыка барлығына ұнады. Они стали улыбаться. Олар күле бастады. Когда он заиграл во второй раз, гости стали плакать. Ол екінші рет ойнаған кезде қонақтар жылай бастады. Когда же Аль-Фараби заиграл в третий раз, то все заснули. Аль-Фараби үшінші рет ойнағанда барлығы ұйықтап қалды. Ученый покинул дворец и оставил записку. Эти күй сыграл Аль-Фараби. Ғалым сарайдан шығып жазба қалдырды. Бұл күйлерді Аль-Фараби орындаған. Покинул дворец, значение ушел из дворца. Произноси правильно. Ученый, произносим ученый. Отвечаем на вопросы. Первый вопрос. Сколько раз играл Аль-Фараби на домбре? Аль-Фараби домбырада неше рет ойнады? Аль-Фараби играл на домбре 3 раза. Второй вопрос. Что происходило в это время с людьми? Сол кезде адамдарға не болды? В это время люди все заснули. Упражнение номер 3. Составьте вопросы к тексту.
Задайте их одноклассникам. Мәтінге сұрақ құраңдар, оны сыныптастарыңа қой. Первый вопрос. Кто? Кто пришел во дворец правителя? Во дворец правителя пришел Аль-Фараби. Второй вопрос. Что? Что делал Аль-Фараби? Аль-Фараби играл на домбре. Третий вопрос. Почему? Почему люди заснули? Потому что всем понравилась музыка. Упражнение номер 4. Рассмотри картинки. Прочитай первое предложение, потом второе предложение. Какой союз соединил два предложения? Суреттерді қара. Бірінші сөйлемді оқы, сосын екінші сөйлемді оқы. Бұл екі сөйлемді қосып тұрған қандай союз? Первое предложение. Аль-Фараби играл на домбре. Второе предложение. Гости внимательно слушали. Теперь прочитаем сложное предложение. Аль-Фараби играл на домбре, а гости внимательно слушали. Эти два предложения соединяет союз «а». Перед союзом «а» ставится запятая. Правило. Сложные предложения состоят из двух предложений и соединяются союзами «и», «а», «но». Перед ними ставится запятая. Схемы сложных предложений. В первом сложном предложении два простые предложения соединяются с помощью союза «и». Перед союзом «и» ставится запятая. Во втором сложном предложении два простые предложения соединяются с помощью союза «а». Перед союзом «а» ставится запятая. В третьем сложном предложении два простые предложения соединяются с помощью союза «но». Перед союзом «но» ставится запятая. Упражнение номер 5. Правильно подберите схемы к предложениям. Напишите в тетради предложение по второй схеме. Сөйлемдерге дұрыс схемаларды таңдаңдар. Екінші схема бойынша сөйлемді дәптерге жазыңдар. А. В городе Утраре была большая библиотека, и Аль-Фараби читал много книг. К этому предложению соответствует схема номер 1. В этом сложном предложении два простых предложения соединены при помощи союза «и». Перед союзом «и» ставится запятая. Б. Ученые Востока называли его своим учителем, но Аль-Фараби продолжал учиться. Это сложное предложение соответствует схеме номер 3. В этом сложном предложении два простых предложения соединены союзом «но». Перед союзом «но» ставится запятая. В. Мирас рассказал о поэте Махжане Жумайбаеве, а Бехсултан рассказал об ученом Аль-Фараби. Это предложение соответствует схеме номер 2. В этом сложном предложении два простых предложения соединены союзом «а». Перед союзом «а» ставится запятая. Упражнение номер 6. Прочитай пословицу. О чем она? Поделись мнением с одноклассниками. Напиши пословицу в тетради. Мақалды оқы, ол не туралы? Сыныптастарыңмен ойыңмен бөліс. Мақалды дәптеріңе жаз. Всегда будь на стороне правды. Значение этой пословицы: всегда надо быть на стороне правды против всякой лжи, большой и маленькой. Итог урока. Сегодня на уроке я узнала о великом ученом Абу Насыре Аль-Фараби. Я научилась составлять сложные предложения с помощью союзов «и», «а», «но». Спасибо вам за урок. До следующей встречи.